В сатирическом поединке сошлись 5 команд – Бишбармак, Мечтатели, Имеш-Бимеш, Юристар, Куян и Ко. Веселым и находчивым студентам по традиции было предложено 3 конкурса – приветствие, биатлон и музыкальное домашнее задание. Организаторы посвятили фестиваль месяцу башкирского языка и литературы, который проходит в нашем городе с 1 по 30 октября. Юные КВНщики шутили на разные темы. Главное требование – шутки должны звучать на башкирском языке. Качество юмора, неожиданные режиссерские решения, художественное и музыкальное оформление, заученные роли, тщательно продуманные образы. Каждый настроен на победу, и в то же время ребята признаются, что им доставляет огромное удовольствие само участие. Несмотря на то, что мы выпускной курс 4, мы нашли время для участия в играх КВН, которые проводятся чисто на башкирском языке, так как это для нас честь. С нами также участвуют еще некоторые команды, несколько команд из других факультетов, которые изучают башкирский язык как государственный. Несмотря на это, они, являясь жителями зауральских районов города Сибай-Баймак, очень хорошо и на высоком уровне себя показывают. Я считаю, что мы друг для друга достойная конкуренция. Команда первокурсников юридического факультета «Юристар» решила участвовать в фестивале башкирского КВН в последний момент. По словам капитана команды Назгуль Каиповой, юристы должны быть подкованы во всех сферах, а языковой барьер не должен быть помехой для реализации себя в будущей профессии. Мы все номеры только сегодня все придумали. С утра все приготовили, все готовили. У нас этот куратор Али Гаязович, ему большое спасибо, он нас поддержал. У нас еще команда дружная. Мы всего за один день все приготовили. Фестиваль КВН на башкирском языке среди студентов проводится ежегодно. Подобные мероприятия дарят участникам яркие эмоции и энергию, а также дают возможность развиваться творчески и сохранять свой родной язык. В итоге победа досталась команде «Юристар». Серебро взяли математик из Куян и Ко. Ну а 3-е место досталось команде Имеш-Бимеш. Альфия Янчурина, Радмир Исангулу, Гульгинар Скильдин, телекомпания СТВ.